За 15 лет работы уполномоченного по правам человека по Республике Саха-Якутия поступило 20 тысяч жалоб. На сегодня, с учетом изменения законодательства России, активизации гражданского общества, открытости органов власти, повышения ответственности чиновников, население Якутии обращает внимание в своих жалобах на качество предоставляемых услуг исполнительными органами власти. Поэтому вопросы населения требуют профессионального и компетентного решения. И в этом ключе необходимо подчеркнуть, что деятельность уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия не подменяет деятельность компетентных органов, а дополняет. Когда гражданин защищает свои права, мы всегда стоим на страже прав человека. Всегда. Поэтому, если идут определенные какие-то вопросы, когда гражданин ошибается или заблуждается, мы проводим правовое просвещение. И если видим, что есть конкретные факты нарушения прав, принимаем совместно с компетентными органами решение по восстановлению нарушенных прав или по недопущению нарушенных прав. Поэтому, собственно говоря, я считаю, что на сегодня у нас идет слаженная совместная работа со всеми органами власти, независимо, это федеральные территориальные структуры, это республиканские органы власти или это органы местного самоуправления. И в этой связи население на сегодня определенным образом чувствует по своим конкретным запросам, по своим ожиданиям, что на сегодня органы власти на территории Республики Саха-Якутия работают и стараются решать проблемы. Ну а как я уже сказала, действительно проблем очень много. В адрес уполномоченного по правам человека в Якутии поступила жалоба гражданки на волокиту в оформлении инвалидности при наличии медицинских показаний. И в этой связи, значит, мы провели процедуру медиации в одной из поликлиник, где в течение 9 лет никак не могут направить документы, оформить и направить документы для установления инвалидности гражданки. Поэтому, значит, попросили руководство поликлиники взять на контроль. Безусловно, этот вопрос сохраняется на моем контроле. Собрать все документы, значит, отработали алгоритм взаимодействия, регламент некий. Главный врач медицинского учреждения заверил, что со стороны администрации учреждения будут приняты все необходимые меры для своевременной подготовки необходимых медицинских документов. В адрес уполномоченного по правам человека в Якутии поступила жалоба гражданки на несвоевременное медицинское обслуживание. Когда мы были у платного онколога, я ей сказала, что вот онколог в 3-й поликлинике нам рассказал, она говорит, на каком основании она могла вам вообще такое сказать. Это переходящая опухоль, которую даже удалили, она может в любой момент опять появиться, в любом месте в этой же кости. Как она могла вас не поставить на учет? Вот и она была просто так удивлена, как это так вообще, на каком основании. На каком основании мы сейчас отказывают в инвалидности? Почему они приостановили проходить дальше специалистов и собирать документы? От него что? У него рука недееспособная. Как? Он что, здоровый сразу стал? Есть определенные тоже грубые отношения со стороны заведующей, там несколько их отделений, одного из заведующих, по конкретным фактам. Поэтому мной инициировано обращение о проведении проверки Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Мы активно работаем с территориальным органом Росздрава на территории Республики Саха-Якутия. Аппарат уполномоченного по правам человека в Якутии после получения необходимых документов незамедлительно выехал в медицинское учреждение. Появление представителей уполномоченного по правам человека внесли необходимые коррективы в работе медиков. И на сегодня мной инициированы обращения в адрес прокуратуры города Якутска, ТО Росздравнадзора, Министерства здравоохранения. Поэтому от ТО Росздравнадзором на сегодня выданы 2 предостережения о недопустимости нарушений
законодательства. И мы на сегодня видим, что лечебные учреждения уже реагируют. Те меры, которые принимались после обращения уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия, это тоже сейчас, это все, в общем-то, в информации подмечается. Поэтому в любом случае мы, работая на сегодня совместно, достигаем результата. И, пользуясь случаем, я хотела бы поблагодарить жителей Республики Саха-Якутия, оказана материальная помощь и женщине с ребенком, в частности, и сыну. Предстоит долгое, по информации гражданки, лечение в Иркутском онкологическом диспансере. И на сегодня необходимая сумма пожертвований, она собрана силами ekt.ru. Поэтому мы с большим удовлетворением отмечаем и помощь жителей погорельцам по улице Семена Данилова, 5/2, и по другим фактам, что все-таки у нас гражданское общество неравнодушное. И действительно люди с большой добротой относятся к проблемам, к нуждам других людей. Приоритетной задачей деятельности уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия является правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты. Поэтому работает правопросветительский проект «Школа правозащитников», одна из лучших правопросветительских практик в России. В 2018 году проект «Школа правозащитников» стал лауреатом конкурса инновационных технологий правового просвещения, который был организован уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. В этом году, в 2019 году, в Республике Саха-Якутия организована базовая площадка для реализации нашего проекта. Уверен, что наше сотрудничество и взаимодействие, особенно богатый опыт в правом просвещении, который реализован в республике и под наставничеством уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия, придаст новый импульс нашему проекту, и в него будут включаться все большее число участников. Региональный этап правопросветительского проекта «Школа правозащитников» проходит в различных интерактивных формах: правовые квесты, работа с кейсами, брейн-ринги и дискуссионные площадки. В этом году зарегистрировано 19 команд из школ города Якутска и районов республики. Всего 390 участников, куда вошли команды из колледжей и университетов Якутии. В апреле этого года состоится финал проекта «Школа правозащитников». Победитель полетит в город Москву для участия в общероссийском финале. В 2018 году уполномоченный по правам человека инициировал акцию «Путь к дому» – помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Проведено 3 акции, в ходе которых за помощью обратилось 140 человек. Всем оказана помощь в той или иной мере. Благодаря участию медицинских работников социального дома города Якутска «Терях» и некоммерческих организаций 30 человек прошли реабилитацию. Большинство из них в дальнейшем стали на дорогу возвращения к жизни, на путь к дому. Обратился к нам мужчина, который пришел и рассказал, что он был у нас на первой акции, что сейчас у него в жизни более-менее нормализуется. Он работает охранником на одном из предприятий, зарабатывает, работы очень много, работы не боится, работает с удовольствием. И дальше как-то он намерен наладить и свою семейную жизнь и так далее. Поэтому вот такие примеры нас вдохновляют. Есть у нас примеры возвращения к родным, когда уже налаживаются потихоньку, медленно, но налаживаются социальные связи с родственниками. И, конечно, такие примеры не могут не радовать. И мы действительно искренне переживаем за судьбы наших граждан, которые оказались и по своей вине, и по другим причинам в очень тяжелой жизненной ситуации, но которые сохранили еще в своем сердце желание вернуться в нормальную жизнь. И мы на сегодня видим, что все-таки законодательное решение вопроса реабилитации, ресоциализации, профилактики бродяжничества, попрошайничества остаются актуальными, как и в прошлом году. Вопрос открытия медицинского вытрезвителя в городе Якутске остается актуальным. На сегодня орган местного самоуправления в общем-то, поддерживает деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе по линии администрации города Якутска.
оказана поддержка реабилитационного центра «Линия жизни». Есть определенные вопросы, в которых нуждаются в решении вопросов со стороны также местной администрации и общественной организации «Пинуел». Поэтому мы эти все вопросы также будем аккумулировать. На заседании, посвященном акции «Путь к дому», собралось более 36 участников. Это приглашенные министерства и ведомства, общественные организации и предприниматели. Приняли решение о проведении 4-й акции «Путь к дому». Мы с коллегами собрались, посоветовались, и в этом году, 22 марта, на территории крытого рынка города Якутска будем проводить очередную социально-благотворительную акцию «Путь к дому». В акции у нас в этом году будет новация. В этом году впервые, это по предложению Министерства внутренних дел, по Республике Саха-Якутия привлечены землячества наших улусов и районов. Я сама лично побывала на заседании землячества Мигино-Кангаласского улуса. И мы здесь тоже будем встречаться с землячеством Усьмайского улуса. И алюкминчане сегодня землячество Алюкминского улуса, в общем-то, поддержало эту акцию. И этот же слой населения, который в трудной ситуации попадается, мы им тоже должны помочь. Это наши земляки, не надо так уже слоенно относиться, надо, чтобы вот этим тоже, они наши земляки, и в этом социуме находятся трудности, и мы в этом отношении должны помочь. Надо просто душу вложить, помочь ему там увезти, например, таксисты бесплатно увезли, кто-то там помог, что-то сделать там. Первый этап – помочь человеку, а потом, когда он поймет это, что если много, когда степень людей помогает, у человека тоже совесть помогает, ответственность. Вот мне помогли, как я их подведу, да? Я вот, по себе сужу, когда ставлю вопрос, я, отслеживаю, посмотрю, что когда тебе помогает как-то не то подвести, это не должно быть. Вот, думаю, сообща мы должны к этому идти. 22 марта состоится 4-я социально-благотворительная акция «Путь к дому». Уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия Сардана Гурьева призывает неравнодушных жителей города Якутска принять активное участие в акции, направить свои пожелания по решению важной социальной проблемы по реабилитации граждан без определенного места жительства, работы, ведущих асоциальный образ жизни, но желающих вернуться к нормальной жизни. Акция пройдет 22 марта с 10 утра до 5 часов вечера по адресу Федора Попова, 8/1, площадь перед кафе «Хатей».